А фильм «Надо мной солнце не садится» покажут в русском дубляже. Якутская картина, собравшая немало наград, вновь вернется в кинопрокат. Теперь с русской озвучкой. С создателями фильма встретилась Сарглана Федорова. Она сейчас с нами на прямой связи. Сарглана, приветствую. Расскажи, как создавали дубляж. Приветствую, Сергей. Дубляж шикарный. Такую оценку дают сами создатели фильма. Он был сделан в Москве профессиональными актерами. Так старик Байбал заговорит голосом Сириуса Блэка из «Гарри Поттера», а парень Алтан русским голосом Джесси Айзенберга. И все это очень интересно и смотреть, и слушать. Давайте посмотрим отрывок из фильма. Мы будем складывать в эту бутылку вот эти камушки, когда его желание будет исполняться. Байбал, что бы ты хотел сделать перед смертью? Найти свою дочь. Ну, это понятно. А помимо этого, у тебя есть другие желания? Я заметила, что перевод сделан так, что артикуляция героев совпадает, и создается впечатление, что они говорят на языке дубляжа. Как достигли этого? Ну, я впервые поработала с дубляжом, и оказывается, есть такая профессия — укладчик текста, то есть автор синхронного дубляжа, автор синхронного текста. И она перестраивает предложение таким образом, чтобы гласные и согласные совпадали. И от этого очень много зависит, будет совпадать или нет. Вот у нас был очень хороший укладчик, и поэтому ощущение, что они говорят на русском языке, актеры. Напомню, что дебютная картина Любови Борисовой завоевала немало фестивальных наград, признания зрителей, поэтому было решено дублировать ее на русский язык. Переозвученную картину уже оценили в Казахстане, Кыргызстане. Там ее приняли очень тепло, говорят создатели фильма. И теперь в планах у команды онлайн-продажа по миру. И что это даст, мы узнали у руководителя Сахафильма. Меня зовут Прохор Чеховской, и я озвучил главную роль в фильме «Надо мной». Запустили вторую волну, то есть именно в русском дубляже. После проката сейчас ведутся переговоры, можно сказать, с миром, так как очень много стран заинтересовались. Сейчас ведутся переговоры по продаже онлайн кинотеатра. И у нас одна цель – выйти за пределами нашей страны. Байбал, мой сосед, пошел к себе спать. Фильм рассказывает о старике Байбале и молодом парне Алтане, которых судьба свела на острове у моря Лаптевых. И тема взаимоотношений, взаимопонимания совершенно разных поколений, а также любовь к жизни, неравнодушие к тем, кто рядом, проносится красной нитью через весь фильм. И все, кто смотрели его, наверное, заметили, что неподдельная чистота помыслов главных героев передается за счет диалогов. Сохранилось ли все это в русской версии? Расскажите, дубляж чем-то отличается от оригинала? Ну, честно говоря, до того, как мы приступили к работе, мы сами волновались, получится или нет так искренне передать все эмоции. Но благодаря тому, что у нас получилась очень хорошая команда, профессионалы, и я сама туда поехала, все контролировала весь процесс в Москве, все получилось, мне кажется, лучше и быть не может. Я очень довольна дубляжом. Вот актер дубляжа Борис Токарев, Прохор Чеховской, они точные попадания. И по всем остальным персонажам тоже мы делали тщательный подбор. Я проводила кастинг из нескольких вариантов. И вот сам процесс был очень интересный. А до этого у вас был опыт в дубляже? Нет, это мне впервые пришлось с этим столкнуться, именно русский дубляж. А так, якутские фильмы до этого, конечно, уже делали, были попытки. Я помню, «Заблудившиеся», «Аптах Дорган», «Мой убийца», они уже делали русский дубляж. Поэтому вот, еще будем продолжать, я думаю. Потому что очень удачно получилось. Так. А вообще какую реакцию ожидаете от зрителей?
Ну, я думаю, будет интересно как и русскоязычным, так и якутоязычным, потому что даже тем, кто уже видел фильм, потому что восприятие уже немножко меняется. Иногда бывает местами, что ощущение как просмотр голливудского фильма. В общем, очень интересно. Самим актерам тоже будет интересно. Мы собираемся 27 числа собраться и вместе посмотреть. Спасибо. Через пару дней якутские зрители уже оценят картину в качественном русском дубляже. Фильм выйдет в кинотеатрах уже 27 февраля. Сергей? Сергей, спасибо. Действительно интересно будет посмотреть нашумевший якутский фильм уже на русском языке. Я напомню, Светлана Федорова в прямом эфире рассказала об адаптации фильма «Надо мною солнце не садится» для русскоязычного зрителя.